Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступая на первой онлайн-конференции панели высокого уровня по проблемам воды и климата, предложил объявить 2025 год Международным годом защиты ледников и установить дату Всемирного дня ледников. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступая на онлайн-конференции панели высокого уровня по проблемам воды и климата, предложил объявить 2025 год Международным годом защиты ледников и установить дату Всемирного дня ледников. По словам лидера нации Эмомали Рахмона, ледники – главный источник чистой воды. Их быстрое таяние, наряду с увеличением потребления воды, связанным с ростом населения и экономическим развитием, может иметь далеко идущие последствия. Уважаемые члены панели высокого уровня, уважаемый генеральный секретарь, дамы и господа, прежде всего хотел бы поприветствовать запуск новой инициативы, интегрирующей два наиболее актуальных вопроса современной повестки дня – развития воды и климата. Признателен Всемирной метеорологической организации и механизму ООН «Вода» за эту инициативу и приглашение принять участие в этом важном процессе. Вода и климат, как известно, неразрывно связаны друг с другом. Вместе с тем, изменение климата вносит коррективы в нашу повседневную жизнь за счет, прежде всего, воздействия на водные ресурсы. На наш взгляд, одним из главных индикаторов данного процесса является интенсивное таяние ледников вследствие глобального потепления. К сожалению, мы наблюдаем ускоренное таяние льда в различных точках планеты, в Арктике, Антарктиде и Гренландии. Значительные изменения происходят также и на континентальных ледниках. Согласно отчету оценки Гималаев, в Гиндукуше уже к концу текущего столетия мы можем потерять более 2/3 ледников Гималая. Схожая ситуация складывается и на ледниках по миру. Наглядным примером является таяние самого крупного в мире континентального ледника в Таджикистане, имея в виду ледник Федченко протяженностью более 75 километров. Исследования показывают, что только за последние 70-80 лет ледник Федченко отступил более чем на 1 километр, а по площади сократился на 44 квадратных километра. Более того, он потерял в объеме более 15 кубических километров. Средняя скорость отступания языка ледника составляет 16 метров в год. Уважаемые коллеги, ледники – это основной ресурс пресных вод. Их ускоренное таяние вкупе с ростом потребления воды связано с ростом населения и развитием экономик, может привести к весьма негативным последствиям. Анализ тенденций влияния изменения климата и прироста населения показывает следующее. Если в 60-х годах прошлого столетия обеспеченность водой на душу населения Центральной Азии составляла более 8 тысяч кубических метров в год, то сегодня этот показатель уменьшился на более чем 4 раза, до 2000 кубических метров в год. К сожалению, таяние ледников Арктики и Антарктиды приводят к повышению уровня Мирового океана. Это, в свою очередь, может нести угрозу жизни и благополучия сотен миллионов жителей Земли, особенно в малых островных государствах и прибрежных регионах. Очевидно, что этот критически важный вопрос должен быть в особом фокусе мирового сообщества и особенно политических лидеров.
В этой связи предлагаю объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников и определить дату Всемирного дня защиты ледников. В этом контексте хотел бы вновь напомнить о предложении Таджикистана создать специальный международный фонд по сохранению ледников, который мог бы мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников для принятия необходимых действий и реализации задач. Убежден, что эти и другие сопутствующие инициативы придадут импульс новому движению на глобальном уровне в целях принятия необходимых коллективных мер и осуществления действий для защиты ледников от интенсивного таяния и исчезновения. Также считаю, что эти инициативы органично вписываются в русло предпринимаемых ныне мировым сообществом в рамках Парижского соглашения, мерах по снижению выбросов углекислых газов в атмосферу и недопущению повышения глобальной температуры выше 2 градусов по Цельсию. Уважаемые члены панели, как вам известно, Республика Таджикистан богата водными ресурсами. В стране формируется около 60% водных ресурсов Центральной Азии. Основным источником этих вод являются ледниковые ресурсы региона, более 60% которых находятся на территории Таджикистана. В 20 веке в Таджикистане насчитывалось более 14 тысяч ледников, площадь которых равнялась 8% общей территории страны. К сожалению, из-за влияния изменений климата эти ледники начали интенсивно таять. Сегодня полностью растаяли более 1000 ледников Таджикистана. Объем массы ледников страны за относительно небольшой период сократился почти на треть. Очевидно, что в средней и долгосрочной перспективе эта тенденция может иметь весьма драматические последствия. Одновременно изменение климата привело к тому, что участились такие стихийные гидро- и метеорологические явления, как сели, наводнения, засуха, оползни и лавины. Стихийные бедствия ежегодно наносят колоссальный ущерб экономике и окружающей среде Таджикистана, подрывая наши усилия по достижению устойчивого развития. Отмечу, что такие вызовы характерны и для других стран Центральной Азии. Именно поэтому Таджикистан в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала определил вопрос влияния изменения климата в качестве одного из самых приоритетных. В этом контексте мы будем прилагать все усилия для привлечения внимания правительств стран региона и мирового сообщества к более активным действиям и принятию неотложных мер в борьбе с этим вызовом. Уважаемые дамы и господа, 2020 год стал для человечества самым аномальным. Пандемия COVID-19 привела к большому финансово-экономическому и даже гуманитарному кризису. Более того, прошлый год стал самым теплым годом за весь период наблюдения. И это не предел. Согласно некоторым оценкам, нас могут ожидать более серьезные кризисы, как в плане распространения новых вирусов, так и изменения климата. И человечество должно быть готово к ним. В этой связи необходимо всячески поощрять любые эффективные механизмы в области сохранения водных ресурсов и глобального климата. Мы убеждены, что в современных условиях именно нексусный подход способен заложить хорошую почву для решения многих проблем и развития зеленой и устойчивой экономики. На наш взгляд, комплексное рассмотрение вопросов воды,
энергетики, продовольственной безопасности, окружающей среды и климата гармонично выписывается в повестку дня до 2030 года. При этом считаем, что особое внимание должно быть уделено финансированию и инвестициям в инфраструктуру и инновации. Глобальные климатические фонды могут внести существенный вклад в этот процесс. Полагаем, что высокие темпы развития новых технологий будут играть важную роль в более рациональном использовании водных и других природных ресурсов. Достижение этих целей также невозможно без надлежащего сотрудничества и партнерства. Мы убеждены, что международные десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на период до 2028 года представляет хорошую платформу для объединения усилий мирового сообщества. Международная конференция по средносрочному обзору этой декады, которая будет организована ООН через 2 года, может сыграть ключевую роль в интегрировании вопросов воды и климата, способствовать их комплексному решению для достижения устойчивого развития. Уверен, что деятельность нашей панели высокого уровня внесет достойный вклад в подготовительный процесс этого важного мероприятия, послужит дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества и особенно политических лидеров для более активных действий и принятия адекватных мер. Желаю всем нам успехов и удачи на этом пути. Благодарю за внимание. Напомним, что впервые в 2009 году президент Республики Таджикистан выступил с предложением о необходимости создания специального международного фонда защиты ледников с трибуны Международной конференции по изменению климата в Копенгагене. Уважаемые телезрители, наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.